Свой визит в регион врачи начали с обсуждения оперативной обстановки с предыдущей группой специалистов из Москвы, находившихся на тот момент на заключительном этапе командировки в республику, уже выполненных задач и предстоящих решению новой команде вопросов. Оказание консультативной, методической и практической помощи работникам медицинских учреждений, которые функционируют в условиях коронавирусной инфекции. Приехавшие медики начали с Ингушской республиканской клинической больницы и продолжили в Сунжинской и Малгобекской районных больницах. В рамках работы ими проводился осмотр тяжелых больных, давался ряд рекомендаций и при необходимости производилась коррекция лечебного процесса. В Малгобеке и Сунже группа провела прием пациентов, переболевших коронавирусом. Кроме осмотра и консультации пациентов, находившихся на амбулаторном лечении, они также провели работу с медицинской документацией. Язык находили с коллегами очень запросто. Со многими мы где-то пересекались, учились, с кем-то вместе работали, общие учителя, да. То есть в профессиональном плане проблем не было. Мы не только поделились опытом, который накопили, как бы и переняли его в том числе. Полностью владели той ситуацией, как бы эпидемической, которой владели коллеги как бы из Минздрава. С нами делились открыто, не скрывая то, что возможно было выжать из ситуации, как вы говорили, это отсутствие инфекционных больниц, но тем не менее, там понятно какая-то определенная стесненность, нехватка, но коллеги работали профессионально и отлично. То, что возможно было сделать, было сделано. Я думаю, что мы также уезжаем с чистой совестью и с большим чувством благодарности к принимающей стороне. Нам очень понравилось. Я думаю, что мы родным своим, близким, коллегам и так далее расскажем, какой здесь замечательный живет народ, как на самом деле это выглядит вблизи. Поэтому за прием, за помощь, которую нам оказывали, большое спасибо. По его словам, в Ингушетии наблюдается спад заболеваемости. В больницах становится меньше пациентов и ситуация улучшается и держится под контролем. Махмуд Али Калиматов со своей стороны выразил слова благодарности гостям за оказанную помощь, как профессиональную, так и моральную. Труд врачей, по мнению руководителя региона, в свете последних событий был оценен по достоинству и получил признание. Стало очевидным, кто является настоящим героем. Не умаляя профессионализм и ту работу, которую вы сделали, для нас здесь еще, для врачей особенно, это была моральная поддержка. Уверенность вселяли. Когда первая группа приехала, очень тяжелый момент, и вы приехали, знаете, наши медсестры, санитарки и врачи, у них появилась уверенность. Моральная поддержка, она не меньше, чем вот профессиональная. Благодарен еще раз, что вот в такой тяжелой ситуации руководство нашло возможность вас сюда откомандировать. Вот, вы приехали, поэтому для меня и для наших жителей в целом это тоже положительный момент. Я думаю, у нас произошло понимание. Сложность-то в чем? Республика маленькая, есть много вещей, которые семьи большие, трудности, и в изоляции находиться сложно было. Но с другой стороны, все-таки они выдержали. Руководитель субъекта вручил каждому почетные грамоты главы Ингушетии. Напомним, что это уже вторая бригада медработников, откомандированных в республику Сергеем Собяниным по поручению президента России Владимира Путина из Москвы. Первая рабочая группа с 28 мая на протяжении 2 недель посетила 6 медучреждений, выделенных под борьбу с COVID-19. Московские коллеги помогли в разработке маршрутизации и методик лечения, начиная от госпитализации до распределения резерва медицинского персонала и оснащения больниц им на смену. 11 июня прибыла команда врачей, которая также в течение 2 недель оказывала практическую помощь. Зелимхан Калоев, Хусейн Кагиев, Рахман Цуров. Новости 24.